Благотворительная помощь должна идти от сердца, от души. То есть человек не должен это делать ради чего-то там, ради славы, там, ради показухи. А когда ты делаешь это от сердца, чистыми помыслами и целенаправленно, тогда вот действительно она будет как бы благотворительности. Чужая беда. Кто может принять ее, разделить и помочь? Почему одни, и их, увы, большинство, равнодушно проходят мимо тех, кто несчастен, болен или слаб? Но другие, а их можно пересчитать по пальцам, открывают таким людям свое сердце. Малика Гильмудинова, генеральный директор Центра поддержки инвалидов и вице-президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдем», что в переводе с татарского означает «помощь», давно нашла ответ на эти вопросы. Его сформулировал еще Лев Толстой, и его цитата стала девизом фонда: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Мы свидетели очень многих судеб, которые менялись на наших глазах. Есть судьбы, есть люди, которые на грани суицида, находились когда-то на грани суицида, обретают смысл жизни и начинают жизнь. То есть начинают заново же, все с чистого листа. Добро пожаловать в наш лечебно-учебный реабилитационный центр Национального исламского благотворительного фонда «Ярдем» на очередные 10-дневные курсы «Говорящие руки». Но задаваться философскими вопросами о добре и зле Малике Рафкатовне и сотрудникам Центра поддержки инвалидов «Ярдем» некогда. В Казань на реабилитацию приехала очередная группа людей с ограниченными возможностями из разных регионов России. В этот раз большой современный комплекс при мечети «Ярдем» принимает глухих и слабослышащих людей. Фонд «Ярдем» сегодня – это такой фонд, который ведет работу более чем по 10 направлениям основным. В основном это реабилитация инвалидов, куда входят незрячие, колясочники, слабослышащие, слепоглухие. Есть у нас, значит, дом детей «Семейный очаг», где воспитываются дети-сироты, пансионат для детей из многодетных семей. А также есть реабилитационный центр для наркоалкозависимых. Мы ведем работу также в местах лишения свободы, в исправительных учреждениях и другие виды такие вот социальной деятельности. И я хочу сказать, что вот как раз сердце фонда нашего «Ярдем» это как раз вот эта работа с инвалидами, как раз та работа, которую ведет она, Малика Ханум Гильмудинова. Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдем» полностью оплачивает не только реабилитацию, но и проезд до Казани и обратно, а также питание и проживание. Центр поддержки инвалидов не имеет аналогов в России. Здесь работают уникальные специалисты – врачи, психологи, педагоги, массажисты. Для реабилитантов закупили специальное оборудование, в том числе и компьютеры. Особое место занимает духовное просвещение. Малика Гильмудинова лично привезла первые тома священного Корана для незрячих со шрифтом Брайля из поездки в хадж. Реабилитанты занимаются спортом и творчеством, получают медицинскую и психологическую помощь, учатся работать на компьютере и готовить еду, ездят на экскурсии и в театры. Желающие изучают Коран и основы ислама. Но самое главное, в центре людям с ограниченными возможностями помогают вернуть самое бесценное и у многих потерянное чувство – желание жить. Малика Рафкатовна рассказывает об одном из пациентов. В аварии он потерял семью, ослеп и не хотел оставаться в этой беспросветной темноте. Много раз делал попытки закончить жизнь суицидом. То есть он пытался прыгнуть с окна, там, выходил на улицу на шум транспорта, хотел
под машину броситься. Вот. Ему казалось, что кроме его горя ни у кого больше нет. У всех все хорошо, все радуются, смеются, а у него такое горе, и никто его не понимает. Понимаете, хотя все приезжают со своей болью, со своими депрессиями. И вот, побыв месяц, он уже, когда уезжал, он сказал, что да, действительно, оказывается, вы были правы, и так надо жить, это норма. После первой реабилитации многие приезжают в центр снова. И даже незрячие буквально начинают видеть свет в конце тоннеля. Некоторые сами начинают работать в фонде «Ярдем», чтобы помогать другим. А кто-то создает у себя на родине, пусть небольшие, новые центры реабилитации по примеру Казанского. Так дерево добра прирастает новыми побегами. Фонд «Ярдем» для меня стал второй жизнью. А здесь я приобрела себя, на самом деле, потому что, познакомившись с Малика Ханум, когда я уже здесь училась, я увидела в ней вторую маму, потому что она такая заботливая, добрая. С ней мы съездили в Хадж, в Саудовскую Аравию. А так в фонде «Ярдем» я работаю сейчас заместителем по воспитательной части под руководством Малики Ханум, и также проектирую, курирую проект «Поддержим друг друга» для опорников, колясочников и людей с ДЦП диагнозом. Каждому из своих подопечных Малика Равкатовна старается найти особый душевный подход. Говорить с ними на одном языке, даже если это язык жестов. Малика Ханум научилась сурдопереводу, освоила шрифт Брайля для слепых, открыла для себя многие аспекты психологии, педагогики, медицины. Она автор уникальных пособий и методик, и коллеги даже уговаривают Малику Ханум защитить научную работу. Когда мы начали еще работу с глухонемыми, то есть с глухими людьми, как таковой методики не было. И где-то пойти поучиться, посмотреть, такой возможности тоже не было. Вот эти методики, они полностью из опыта нашей работы составлялись. И начиная с каждой категории, мне самой приходилось изучать очень много. Для многих несведущих людей благотворительность – понятие одноразовое. Да, можно смс-кой по телефону отправить перевод больным детям, подать милостыню нищему в подземном переходе. И это тоже доброе и нужное дело. Но истинная благотворительность по велению души и сердца не знает выходных. Вот эти направления, все проекты фонда, они носят системный характер. Чтобы вести эту деятельность, находимся постоянно в поиске средств, то есть сами зарабатываем. У нас вот коммерческие проекты есть у фонда, это организация банкетов, работа типографии, магазины. У нас есть круг попечителей. Фонд в прошлом году выиграл самый большой грант в Поволжье, это фонда президентских грантов, по реализации проекта реабилитации инвалидов по зрению, незрячих. За весь период более 10 тысяч инвалидов прошли реабилитацию и оказана помощь. Приезжают сюда люди, которые совсем без сопровождающей не могут и шага сделать. И здесь они обучаются заново жить, заново ходить, то есть передвигаться. Затем они выходят на улицу, то есть мы учимся общественный транспорт, как себя вести. Потом в магазине. То есть в супермаркете, если, допустим, нет сопровождающего, человек может спокойно пойти, набрать себе необходимые вещи, то есть продукты, и таким образом сам себя может обслужить. Вот этому, то есть они обучаются поэтапно. У нас еще есть уроки домоводства, где они учатся готовить. Пройдя наши курсы, они уже становятся более самостоятельными, более уверенными, и уже дальше у них уже появляется желание учиться дальше. Здесь мы уже помогаем им получить высшее образование. О Малике Ханум я могу сказать только очень хорошее, потому что она была действительно первой учительницей, которая дала мне азы Брайля, арабского Корана, изучение чтения намаза, которая научила меня многому, которая помогла мне стать специалистом, преподавателем, которая помогла изначально
правильно как бы подобрать методику, то есть с помощью ее методики как бы я сейчас и работаю. В реабилитационном центре фонда уже существует та самая безбарьерная среда, о которой так модно говорить в последнее время. Здесь никто не ощущает себя человеком иного сорта, не стесняется своей непохожести на большинство. Здоровые люди и инвалиды-колясочники создают семейные пары. Вместе работают сотрудники с разными физическими возможностями. Атмосфера дружелюбия и уважения – это тоже лекарство. У нас есть категория слепоглухие. Там действительно полной тишине и абсолютной темноте находиться. Они живут в своем мире. То есть там уже, понимаете, они не слышат вас, они не видят вас. И о чем они думают, это непонятно, потому что у них нет представления об этом мире никакого. Если с ними заниматься, то они тоже начинают как бы восстанавливаться потихоньку, приобщаться к этой жизни. Для учредителей фонда «Ярдам» нет разделения на больных и здоровых, плохих и хороших. Оступившийся человек также достоин помощи, как и любой другой. Создан реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей. Получают поддержку и те, кто приступил закон и находятся в местах лишения свободы. Помочь таким людям, которые оступились, помочь как бы устроиться в этом мире, в этой жизни, скажем, да. Вот это наша задача. И на работу их никуда не берут. И устроиться они никуда. И опять-таки они идут туда же, куда они. Те же, то есть воровать там или преступные, или что, чтобы опять попасть назад. И вот сколько детей, таких вот мам, родителей, которые находятся в колонии, остались без таких попечений. И вот мы как бы стараемся им помочь, как бы, чтобы они не пошли по стопам своих родителей. Малика Ханум, например, она опекает женские колонии. Для женщин особенно важна связь с семьей, с близкими. Это очень важное значение имеет. И вот она посещает все эти населенные пункты, где находятся исправительные колонии, общается с ними, разговаривает. Ну, очень такой контакт у нее великолепно установлен. В каждый период времени, наверное, живет какой-то человек, который вот зажигает и подталкивает. Вот нам повезло, потому что у нас есть такой человек сейчас, который вот именно сформировал фонд, вот душу фонда. Существует такое консервативное представление, что мечеть — это вот пространство, где вот лидирующий, даже не то, что лидирующий, основное, да, место занимают мужчины. Но вот, например, в мечети Ярдам, и на примере Малика Ханум, да, мы видим, что женщина вполне себе оказывается эффективным руководителем, берет инициативу на себя и занимает очень важное положение в жизни мусульманской общины. Я пришла в то время, когда психологическое расстройство у людей было, то вот, понимаете, после 90-х годов очень тяжело было нам, инвалидам по зрению, реабилитироваться и вообще в жизни адаптироваться. Действительно, Малика Ханум — это человек с большой буквы, я бы сказала. Таких уж, к сожалению, редко, но есть. Вот как хорошо, что такие люди есть. И я думаю, если бы все как Малика Ханум, понемножку частицу своей души это вкладывали в людях. Столько добрых людей бы на свете было, и не было, думаю, никакой отчужденности. И думаю, как хорошо бы жилось легко людям. Особенно мы в этом нуждаемся, инвалиды. В биографии Малики Рафкатовны, кажется, нет ничего необычного. Дружная семья, школа, филологический факультет Казанского университета, работа учителем русского языка и литературы, замужество, рождение сына и дочери. Но родные и друзья до сих пор вспоминают случай, когда Малика практически с улицы привела домой брошенную старушку и не успокоилась до тех пор, пока не устроила ее судьбу. А когда ее брат Ильдар Баязитов стал имамом мечети Сулейман в казанском поселке Левченко, они с сестрой начали активное социальное служение. Очень такой слабый социальный такой уровень был у людей, которые
которые жили в этом поселке. И мы решили, значит, хоть как-то облегчить этим людям и начали с благотворительных акций, таких там раздачи продуктов питания, предметов бытовой химии, кормления там и так далее. Вот с этого все началось, и постепенно начал складываться какой-то такой вот костяк возле нас, и мы решили учредить фонд, благотворительный фонд. Вот, и основную роль, конечно, в этом фонде играла Малика ханым Гильмуддинова. Сегодня фонд «Ярдем» входит в Национальный союз благотворителей. Его деятельность хорошо известна в России и странах СНГ. Благодаря помощи республиканских властей и мэрии Казани была построена мечеть «Ярдем» с современным реабилитационным центром. Фонд выиграл грант президента Российской Федерации на реабилитационные курсы для незрячих. Еще один проект фонда «Ярдем» – «Дом детей. Семейный очаг» полностью изменил жизнь Малики Равкатовны. В 2014 году у нее появилось 10 приемных детей, 10 сложных судеб, 10 тяжелых медицинских диагнозов, 10 характеров. И одно на всех слово «эньем» – «мама», «мамочка», которое многие из ребят впервые сказали именно ей. Мне почему-то так все время такое большое желание было, чтобы много-много детей. Самое так не получилось, потому что муж у меня умер, и у меня 2 детей. Они выросли очень достойно, как бы я очень горжусь ими. Хорошо учились в школе, сами как бы закончили высшее учебное образование, открыли свое дело и занимаются своим делом, и еще помогают другим людям. Я просто за них спокойна. Я спокойна за то, что мои дети, они устроены в этой жизни, и также они воспитывают своих же детей. Какая у вас мама? Красивая, добрая. Замечательная. Умная. Малика Равкатовна часто бывает в детских домах и интернатах, и всегда ее волновал вопрос, что происходит с детьми-сиротами и инвалидами после выхода из этих учреждений. И она не находила ответа. Встречая таких детей, многие из них становились алкоголиками или наркоманами, или попадали в тюрьмы, и немногие могли устроиться в этой жизни без поддержки какой-то там. Поэтому я как бы не выдержала, уже возьму детей и хоть сколько детей возьму и хоть помочь таким детям. Когда Малика Гильмуддинова заполняла анкеты для усыновителей, на все вопросы о цвете глаз и волос, национальности, возрасте и состоянии здоровья писала одно и то же – не имеет значения. Ее дети – 8 национальностей, и у всех был букет хронических заболеваний. Многие медицинские диагнозы звучали как приговор. Мы первоначально решили взять именно таких детей, которых никто не возьмет в семью. И таких детей, которые не смогут никогда в жизни как бы дальше жить в семье. Это не приют, это не детский дом, а это семья. То есть семья, где дети найдут, найдут как бы тепло, добро, то, которое они никогда не видели его. Сегодня ни Малика Равкатовна, ни дети не хотят вспоминать прошлое. Фарид, Настя, Вика, Никита, Ярослав, Артем, Алмаз, Рамазан, Муса, Роберт. Их истории не просто печальные, ужасные, трагичные. Совсем маленькими многие из них пережили страх, боль, предательство и даже совершенное на их глазах страшное преступление. Я как заведующая садиком в 2014 году приняла очень слабых, тяжелых, больных детей. Они сами не могли кушать. Мы кормили их с ложечкой. Малика ханым с большим сердцем, с большой любовью и добротой воспитывала своих детей. Дети с каждым годом меняются на лучшую сторону. Они очень уважают и любят Малика ханым. И называют ее не просто мама, а мамочкой. Инде чыгып киткән вакытта бакчабыздан алар гари балалар.
Біздің ауыл балалары шекілі, біздің аның қаршыбызда бош иесібіз келе. Шошындай шын yürekli болғаны үшін, шошындай етим балаларны өз назы астына алған, оларға ана назында, ата назында берген Мәлике ханымға біз бек рахметлі. Малика Ханум, ее друзья, соратники и помощники выдержали бессонные ночи, бесконечные медицинские консультации, процедуры и операции. У каждого ребенка своя программа реабилитации. Детей учили есть, одеваться, говорить, читать и, главное, верить людям и любить своих родных и близких. Я когда подходил к этим детям еще на первоначальном этапе, она только-только с большим трудом сформировала этот семейный очаг, значит, прошла все эти чиновничьи препоны. Оказались такое впечатление, знаете, как будто волчата. Вот хочешь погладить, они озираются, шерсть дыбом. Ну, это вообще просто. То есть период оттаивания проходил очень долго. В очень плачевном состоянии, конечно, были. Ни одежды, ничего. По 10 раз в день ели. Прям не успевала я. Я была и в воспитательстве, и посуду мыла, и все тут, и готовила. В первое время было очень сложно, конечно. А после потихонечку они уже сами стали помогать. Сейчас уже они адаптированные и очень адекватные дети, красивые. Эти дети, как бы никогда не знавшие семьи, никогда не знавшие, не жившие как бы в нормальных семьях, там, да, как им объяснить, как им показать, что какая должна быть настоящая, какая должна быть вот дружная, какая должна быть счастливая семья. Вот моя была задача в этом. Потому что, зная то, что дети выздоравливают, могут выздоравливать добротой, лаской, заботой, они как бы обязательно должны выздороветь, но обязательно должны встать на ногу. Глядя на радостных и счастливых детей, в это уже безоговорочно веришь. Многие диагнозы остались только в медицинских карточках. Все учатся и удивляют успехами своих педагогов. Занимаются спортом, ходят в кружки, ставят домашние спектакли, а старшие помогают маме в фонде «Ярдем». На сегодняшний день это такая семья, что они как бы друг без друга не представляют себе. Если кто-то в отъезде, если кто-то там уезжает там, в лагерь там, или где-то еще, и ждут. Вот когда приедет, когда мы встретимся, давай позвоним, давай поговорим с ними. Вот так вот. Постоянно это друг от друга скучают. После встречи мамы, Малики Ханум, у меня изменилось буквально все. Изменился мир. Тоже все с нового листка началось. Я свою маму новую люблю. Живется в семье хорошо, мама воспитывает тоже хорошо, традиции, ну как у обычных семей. Все праздники отмечаем вместе, день рождения, всей семьей празднуем. Моя мама добрая, заботливая, умная, хорошая. Когда мы встаем по утрам, она нам готовит блины, чай. Она хорошая, очень добрая, мы ее очень сильно любим. Она красивая очень. Есть выражение «красота изменит мир». Да? А хочется сказать, что доброта может изменить мир. Потому что доброта – это язык, который слышат глухие, который видят слепые, и который может изменить, оттаять вот эти вот оледеневшие сердца. Чужая беда. Кто может принять ее, разделить и помочь? В фонде «Ярдем» говорят, что не знают, когда эта хрупкая женщина отдыхает. В рабочем кабинете Малики Равкатовны все стены украшают благодарственные письма и дипломы различных премий и конкурсов. Но главная награда Малики Гильмудиновой, наверное, в том, что все ее дети хотят носить мамину фамилию.
Главное то, что взаимопонимание, то, что люди, когда понимают, начинают понимать друг друга, начинают любить, начинают уже как бы по-другому, другими глазами смотреть. Вот это и есть счастье, то есть другими глазами смотреть на этот мир и дышать, наверное, становится по-другому. Я не знаю. Ну, счастье — это когда человек не думает, когда у него не болит душа. То есть когда он как бы спокоен, когда он живет в этом мире и еще что-то может делать. Понимаете, как бы двигается и помогает людям. Это уже какой-то это. Я другого не понимаю просто. Я не знаю по-другому как.